Приветствую всех, друзья! Вы смотрите новый выпуск «Цены свободы». Я Михаил Саркили. Это программа, где мы с нашими гостями обсуждаем наиболее актуальные вопросы из политической жизни нашей страны. Сегодня в эфире «Цены свободы» обсуждаем итоги выборов президента Республики Молдова. Обсудим ход президентской кампании и влияние России на эту кампанию, гагаузский аспект и возможные перестановки в правительстве, которые обещала Майя Санду после этой кампании. Гости сегодняшнего выпуска: Уазун Антой, депутат парламента Республики Молдова, Андрей Курарару, эксперт по вопросам безопасности сообщества Watchdog, и Владимир Фисенко, политический аналитик из Киева. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о том, как прошел второй тур выборов. В принципе, весь сегодняшний выпуск целиком и полностью посвящен этому. В этой части мы поговорим с депутатом парламента от партии ПАС господином Уазун Антой. Господин Антой, приветствую вас. Добрый день. Господин Антой, как вы оцениваете прошедшие выборы? С вашей точки зрения, я, наверное, задаю этот вопрос сегодня всем, да? С вашей точки зрения, это триумф демократии, либо, скажем так, беда, которую мы проскочили? Давайте так договоримся, что я неоднократно прибегал к этому примеру, что в банковской системе есть такое понятие стресс-тест. Да? Вот в случае каких-то катаклизмов выдержит банк, устоит или нет. Да. Так что молдавская демократия этот стресс-тест прошла. И прежде чем теоретизировать на тему стресс-теста, я хочу сказать, что 20 октября действительно было холодным душем. Да. И я хочу отдать дань тем гражданам Республики Молдова, которые без того, чтобы их понукали какие-то партийные активисты или не знаю что, сами осознали, чем нам может грозить ситуация, и начали мобилизовываться через друзей, родственников, социальные сети, неважно как. И я почувствовал вот эту растущую мобилизацию в обществе, что и вылилось, собственно, в голосование 3 ноября этого года, которое, так сказать, поставило точки над «и» на предмет того, кто будет президентом Республики Молдова. Ну, окей, скажем так, мы проскочили. У нас был первый тур, который был таким, как вы говорите, холодным душем. Потом у нас был второй тур и 2 недели для того, чтобы мобилизовать общество или для того, чтобы обществу самомобилизоваться, как вы говорите. И я с вами здесь согласен. Но скоро парламентские выборы. И количество игроков или набор игроков на этих парламентских выборах будет такой же. Вот Ирина Влах уже создает свою политическую партию. И неизвестно, окажется в ней Александр Стояноглу или нет. А на парламентских выборах второго тура не будет. Что делать с этим? И Кремль наверняка не откажется от своих грязных методов, да? То есть гибридной войны, которую он ведет против. Да. Когда мы говорим о том, что Кремль наверняка не откажется от своих грязных методов, я вспоминаю пресс-конференцию генерального прокурора Республики Молдова, да, который вышел к рампе, так сказать, и в том числе он привел конкретные факты, когда прокуратура возбудила уголовные дела, расследовала уголовные дела и передала их в судебную систему на предмет незаконного подкупа избирателей и незаконного финансирования политической деятельности. Да? Да. Тем самым прокурор дал понять, что Генеральная прокуратура как государственный инструмент действует. Ну, я не хочу сказать, что идеально, но когда уголовные дела передаются в суд, дальше вступает в силу, так сказать, судебная система. И вот из той пресс-конференции я понял, что вот с судебной системой у нас возникают определенные вопросы. Не хочу применять слово «саботаж», но когда проходят месяцы и месяцы, страну трясет от этих гибридных атак, а наша судебная система ни шатка, ни валка рассматривает эти дела, то я в перспективе парламентских выборов хочу видеть, как наша судебная система все-таки вынесет какие-то окончательные решения по этим делам. И я хотел бы, чтобы те наши сограждане, которые, к несчастью, готовы за деньги продать маму родную и поджечь родную хату, в данном случае Республики Молдова,
поняли, что такая деятельность уголовно наказуема, и поэтому лучше с такого рода доходами в кавычках не связываться. Это одна компонента. Государство должно уметь защищать себя. Вторая компонента в перспективе парламентских выборов. Я считаю, что нам нужен широкий диалог в обществе. Потому что, с одной стороны, в Министерстве юстиции есть регистр или реестр партийных политических партий, их там 3-4 десятка, да. С другой стороны, есть правящая партия, с третьей стороны, есть социологические опросы, которые показывают, что число сторонников идеи европейской интеграции значительно больше, чем число сторонников правящей партии. То есть сегодня говорить о том, что как будет выглядеть электоральная конфигурация на следующий год, это преждевременно. Я все-таки остаюсь сторонником наивной идеи, что у президента страны госпожи Майя Санду есть полный мандат доверия, и ей также должна принадлежать роль по инициированию такого диалога с тем, чтобы наши парламентские выборы прошли спокойно, уверенно и без катаклизмов. Потому что я всегда приводил такой пример, а именно, несколько лет назад я был в Литве, да? Да. И я увидел консолидированное общество, которое знает, что оно хочет, которое ценит факт вступления в Евросоюз и в НАТО. И все попытки расколоть, расшатать это общество со стороны российской пропаганды, они были обречены на поражение. По той простой причине, что там люди уважают себя и знают, что они хотят. В случае Республики Молдова мы тоже должны идти к такому состоянию общества, когда путинская пропаганда может о чем-то гавкать, но ответственные граждане Республики Молдова должны сами понимать, что они должны сделать для благосостояния своей страны, своей семьи и для того, чтобы сохранить мир в Республике Молдова. Поэтому нас ожидают сложные моменты. Здесь, конечно, или нужно упомянуть заявление госпожи Майи Санду после первого тура, после второго тура, о том, что возможны перестановки в правительстве, что нужно проанализировать ошибки. Когда политики признают, что допущены были ошибки, это позитивно. Но я повторяю, решение для этих проблем нужно искать в первую очередь на основе широкого диалога в обществе. И когда госпожа Майя Санду сказала, что она будет президентом всех граждан, независимо от того, как они проголосовали, то здесь я рассчитываю на то, что за оставшееся время наши сограждане все-таки получат дополнительные аргументы для того, чтобы понять, где добро и где зло, в том числе и для Республики Молдова. А когда вы говорите диалог, широкий диалог со всем обществом, вы кого имеете в виду? С какими частями общества? В том числе и с теми, кто голосует за социалистов и поддерживает партию ШОР? Или вы имеете в виду диалог с рядовыми гражданами или с политическими лидерами? Я в первую очередь имею в виду диалог через разного рода неформальные структуры с рядовыми гражданами. И когда мы говорим диалог, то, конечно, у нас в постсоветском пространстве есть много этой игры слов. Демократия, настоящая демократия, функциональная демократия. А диалог – это означает, что у тебя нет камня за пазухом, и ты не хочешь обмануть партнера. Если ты получаешь деньги из России, и у тебя задача свергнуть нынешнюю власть и преподнести Молдову на блюдечке с голубой каемочкой для Путина, да, то участие в диалоге, оно очень быстро высветит фальшь. Да? А когда речь идет о том, что нужно сохранить мир в Молдове и, так сказать, дать перспективу существования проекта этого государства, я думаю, на этой основе можно и нужно говорить и с теми, которые проголосовали даже не так, как мне бы хотелось. Не говоря уже о том, что в первом туре было там целых 11, по-моему, кандидатов, и, скажем так, есть такая четкая линия, которая отделяет деятельность антигосударственную за путинские деньги
и плюрализм мнений, который может даже не нравиться мне. Вы правильно, с моей точки зрения, сделаете акценты. Но вот, допустим, как вести диалог с такой частью общества, как Гагаузия, которая, к сожалению, изолирована и в которой создана вот эта вот атмосфера нетерпимости ко всему альтернативному, ко всему проевропейскому и ко всему, что связано с ПАС. Вот как вы видите диалог здесь? Потому что политические лидеры, и бывшие, и настоящие гагаузской автономии, они ее просто изолировали и держат в ежовых рукавицах при помощи российских денег и пропаганды. Когда я думаю о гагаузской автономии, я вспоминаю неприятный прецедент, когда Республика Молдова была захваченным государством. Да. Сейчас гагаузская автономия – это захваченная территория, на мой взгляд, личный взгляд. Шор купил должность башкана, и в гагаузской автономии давно была создана атмосфера нетерпимости, истерии, коллективного психоза применительно к нынешней власти и к президенту страны. Давайте вспомним жаркое лето 2022 года, когда в автономии были организованы митинги, на которых кричали «Мы умрем от голода», «Мы умрем от холода», и «желтая зараза» были самыми, так сказать, корректными терминами применительно к правящей власти. Ну, давайте вспомним 4 года назад избирательная кампания перед вторым туром. Вы часто цитировали. «Вставая, страна огромная», да, помните? Да, безусловно. Как можно забыть 13 ноября, Центральная площадь, «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой черной, с проклятой ордой». Фашистская сила черная и проклятая орда – это граждане Молдовы, которые поддерживали Майю Санду. А среди людей стояла такая скромная неброская женщина, которую звали Ирина Влах, и хитро ухмылялась, которая организовала весь этот шабаш. Ну, в общем-то, знаете как, я никогда не, вы мою позицию знаете, никогда не считал, что гагаузская автономия – это монолит, который представляет кто-то. Там живут очень разные люди с очень разными мнениями. Давайте вспомним, что Камрад, по-моему, на второй позиции по количеству людей, которые записались на изучение румынского языка на онлайн-курсах где-то 1,5 года назад. Родители отдают своих детей из школы с румынским языком обучения, понимая, что для будущего своих детей в Молдове они должны быть интегрированы в обществе. Есть, безусловно, и бизнес, который понимает, чем отличается европейский рынок от этого произвола, что царит в Российской Федерации. Поэтому сейчас та картина, которую мы видим применительно к гагаузской автономии, она, на мой взгляд, фальшивая. Это искусственно созданный психоз. Как мы говорим, нормальные люди не хотят связываться с этими группировками. Но вы совершенно правы в том смысле, что ситуация сложная, диалог нужен, но вы же понимаете, не с Евгением Гуцул. Я все-таки жду, что в гагаузской автономии раздадутся голоса, что, в принципе, надо идти к нормализации ситуации. Ну хорошо, от кого вы ждете этих голосов? Ну как бы НОК-то эти голоса издает. Вы от кого-то еще другого ждете? Вы тешите себя надеждой, что кто-то из политического класса появится? Или что? Нет, абсолютно нет. Речь идет о том, что и я, и мои коллеги из парламента неоднократно ездили в автономию и чувствовали совершенно другую атмосферу, когда общались с людьми лицом к лицу. Угу. То есть не на митингах, не показывать, тыча пальцем в кого-то, обвиняя кого-то в какой-то подрывной деятельности, а именно в разговоре с обычными людьми, с обычными проблемами. Я думаю, что это самый эффективный путь. Это трудный, технически трудный путь, и он не дает быстрых результатов. Но диалог нам нужен, и не только с гагаузской автономией, потому что если мы посмотрим на электоральную карту Республики Молдова, у нас есть регионы, вот многие обратили внимание, что 37,4% жителей Молдовы, граждан Молдовы, которые приехали с левого берега, проголосовали за Евросоюз. А некоторые районы
в которых реализовывались и европейское село, и гранты, и делегации, и побратимство, и все, что хочешь, процент был значительно меньше. Да, но в первом туре проголосовало всего 16 тысяч, а во втором туре уже 30. Да, но я к тому, что... Я имею в виду с левого берега, да. Да, вы меня спросили, вот я сегодня говорил с людьми с левого берега. Я говорю, как объясняется тот факт, что вот люди так активно... Они говорят, они работают на правом берегу. На левом берегу нищета, на левом берегу, так сказать, атмосфера страха. И поэтому люди поехали и участвовали в выборах. И уже другой вопрос, сколько из них проголосовало за Майю Санду или за Александра Стоянова. Вы же понимаете, нельзя требовать от людей, которые живут в изоляции, которых поместили в это гетто на левом берегу, чтобы они думали так, как я или как мы с вами. Но тем не менее, тот факт, что люди... Гагаузия не гетто, и все равно думают иначе. Видите, как? Дело в том, что есть такое понятие, как изоляция и самоизоляция. Гагаузия самоизолировалась, и мы с вами это прекрасно понимаем. Но я повторю, у нас есть обширные... А вы можете объяснить, почему? Я прошу прощения, давайте вот здесь вот раскройте пару, если вы можете. Почему самоизолировались? Каковы причины? Знаете, Михаил, я очень хотел бы, чтобы где-нибудь в Камрате, может, в университете, ну, не на вина Камрата, лучше в университете, была организована спокойная такая дискуссия. Вы помните тот вопрос, который я люблю задавать, будучи невоспитанным человеком. Зачем нужна автономия? Этот вопрос просто будоражит очень много, когда вы его задаете. И все говорят, лучше такой вопрос не задавать. Да. Да. Не, но на этот вопрос надо искать ответ. Ну, конечно. Для того, чтобы Владимир Путин фотографировался с Евгенией Гуцу. Для этого это гагаузская автономия, ну, грубо говоря, да? Или чтобы на Нет, давайте объясним. Вы когда задаете вопросы, зачем нужна гагаузская автономия, вы намекаете на то, что она не нужна? Или вы имеете в виду, что такая не нужна? Я считаю, что идее гагаузской автономии нужна перезагрузка, скажем так. Но ответ на этот вопрос, зачем нужна гагаузская автономия, в первую очередь должны дать наши сограждане, которые живут в этой автономии. Нет, ну тогда нужно ставить под другой вопрос. Какая гагаузская автономия нужна? То есть то, что она нужна, мы не ставим под сомнение или ставим? Нет, я никогда не ставил под сомнение то, что я говорю, что гагаузская автономия должна быть органическим элементом суверенного молдавского государства и так далее. Но какая она должна быть? Это должны быть дискуссии, в первую очередь, в автономии. Я могу сказать свое мнение или нет. Ну, подождите, давайте так. Я прошу прощения, что я вас перебиваю. Тут уже брел на себя такую наглость. Но вы же понимаете, что гагаузское сообщество в том состоянии, в котором оно находится сейчас, и та болезнь, которую оно болеет, вот эта геополитика, русский шовинизм и так далее, это не дает ему возможность самоперезагрузиться. Ей нужна помощь со стороны. И гагаузское сообщество не в состоянии это сделать. Или вы со мной не согласны? Вопрос остается открытым. Я не хочу ставить крест на гагаузском сообществе. Потому что, скажем так, мы можем сколько угодно ездить в Тирольскую автономию или на Аландские острова. Но... любоваться видами этих самых Доломитовых Альп, это, конечно, одно, но там же речь о другом, да? Да, ну поэтому давайте, возможно, пригласите на свою передачу людей, которые зададутся такими вопросами, а мы подключимся, потому что, я говорю, в гагаузской автономии идут разнонаправленные процессы. Мы уже говорили о том, что родители отдают своих детей в школу с румынским языком, обучение. Мы говорили о том, что бизнес из гагаузской автономии понимает, что рынок Евросоюза предсказуемый, стабильный, сложный, но... Ну хорошо, давайте вот здесь вот, давайте опять не рисовать себе иллюзий. Тот самый европейский бизнес, о котором вы говорите, который получает европейские гранты, и который по большей части сидит в местном муниципальном совете города Камрат, поддержал Стояноглу, если вы обратили внимание. Село Копчак, которое является самым большим бенефициаром европейских проектов в Гагаузии, то есть, не одно, то есть, там люди работают, молодцы, тут нужно отметить. Но господин Горизан поддержал Стояногла. Как с этим?
Я господина Горизана помню еще в качестве молодого коммуниста, поэтому эволюция достаточно логична. И есть еще один такой момент. Если примар кого-то поддерживает, возникает вопрос, а жители села – это что, овцы, которые идут за примаром, или каждый может все-таки иметь свое мнение? Ну, жители села, я так понимаю, или примар идет за жителями села. То есть как бы тут уже вопрос другой. Ну, на том митинге 13 ноября 2020 года я помню, как примаров выводили к микрофону, и они говорили, ну, мои жители поддерживают Додона, мне некуда деваться, я тоже к ним присоединяюсь. Поэтому, наверное, в гагаузской автономии, повторяю, нужно преодолеть внутренний страх для того, чтобы были слышны голоса людей, которые хотят нормальности, так сказать, и в стране, и в гагаузской автономии. Господин Анатолий, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам и прокомментировали для нас ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю продолжить тему выборов второго тура. Что это было и, скажем так, какие уроки можно из этого извлечь для будущей парламентской кампании, которая уже не за горами. Об этом я предлагаю поговорить с нашим частным гостем, экспертом по вопросам безопасности сообщества Watchdog Андреем Курерару. Андрей, приветствую. Приветствую вас. Ну, как вы оцениваете эти выборы? Вы склонны их оценивать как триумф демократии, либо у вас сохраняется такая настороженность перед предстоящими парламентскими выборами? Ну, у нас очень часто говорили, что вот у нас разрастается фашизм в Республике Молдова. Я бы сказал, и вот говорили про великую книгу и фильм о настоящий фашизм такой, как он есть. Вот это настоящая гибридная война, такая, как она есть. Вот мы почувствовали, что может Российская Федерация устроить. Мы почувствовали по максимуму, как можно влиять на электоральные процессы, какие у нас слабости, то, что не работалось с людьми старшего поколения, что они все были падки на эти схемы, хотя бы и понимали, что многие из них абсолютно нелегальные. И это триумф демократии над гибридной войной, но такой триумф, который дает очень много уроков, которые надо усвоить. То есть в тех же условиях нельзя делать парламентские выборы. Нам надо усвоить те уроки, которые были. У нас есть сотни тысяч административных и уголовных дел, которые должны быть очень быстро и эффективно разрешены до следующих выборов. А также есть разные пункты, где мы еще слабее, и которые решаются дипломатически. Например, Приднестровье, которое мобилизировалось искусственно, я считаю, имея в виду сравнение первого тура со вторым. Все, что касается вот сейчас нападок на результаты выборов, и вот уже та истерическая реакция, которая была первая у Игоря Додона, поменялась на то, что они пойдут в суды. Это правильно. Если у вас есть доказательства того, что были какие-то фальсификации, надо идти в суд и показывать, как это все происходило. Но разрыв такой, что все это больше для галочки, или это база для последующих мероприятий электорального формата для парламентских выборов, больше, чем что-то, что может повлиять на результаты выборов. Я думаю, это победа, но это сложная победа, которая, если не выучить уроки, может стать даже пировой. Ну, тут два направления, в которых, очевидно, нужно работать. Первое – это что-то делать с той, скажем так, токсичностью некоторых фигур в партии ПАС, допустим, да, которые занимают определенные ключевые посты. И то, с моей точки зрения, эта токсичность связана в основном с тем, что там осуществлялась информационная атака, ну, скажем так, такая пропаганда по очернению имиджа этих людей. Я так понимаю, что они очень важны
в партии и, скажем так, they can deliver, скажем так, да, в английском языке есть такое выражение. И для того, чтобы их выбить из партии, ослабить партию, на них была направлена определенная атака. Ну, как бы теперь партии ПАС с этим что-то необходимо делать. Либо заменять их на людей, которые также эффективно будут справляться с этой работой, да, либо что-то еще. Это первое направление, да, то есть как бы поработать над имиджем ПАС перед парламентскими выборами. И второе направление – это решение тех проблем, которые сохранились в юстиции. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но тот факт, что прокуратура в состоянии расследовать такие дела и довести их до конца, довести их до суда, отчасти говорит о том, что частично реформа юстиции сработала. Не знаю, согласны вы с этим или нет. Потому что, допустим, мне сложно сказать, что 10 лет назад прокуратура была вообще в состоянии проводить такие расследования, вообще бралась бы за такие расследования. А теперь мы видим, что они, в принципе, как бы довели до суда дело, связанное с Евгением Гуцул нелегальным финансированием, дело, связанное с Мариной Таубер. Несмотря на то, что при Александре Стоянове, кстати, Марину Таубер вывели из-под расследования, если я не ошибаюсь. Вот как бы вы вот это вот прокомментировали? Первое – это улучшение имиджа ПАС. Я просто слишком долго задал вопрос. И второе – это довести до конца реформу юстиции для того, чтобы и суды также эффективно могли справиться с этими задачами, как, скажем так, прокуратура, что мы увидели в рамках этой избирательной кампании. Мне очень понравилось чисто на человеческом уровне то, что Майя Санду признала, что нужно менять что-то внутри правительства. Есть и впрямь такие персонажи, которые стали настолько токсичны, что они должны в каком-то формате уходить из публичного пространства. Есть люди, которые не смогли, например, решить проблему с фермерами или делали это не совсем корректно, не так, чтобы дать возможность и фермерам, и всему обществу надеяться на то, что есть консенсус. Сейчас мы знаем, что будет создан этот фонд с помощью Евросоюза, который будет помогать нашим фермерам. Но почему это не было сделано сразу, это тоже открытый вопрос. Мне кажется, что вот то, что сказала Майя Санду о изменениях в правительстве, должно быть систематическим. Сделать так, чтобы показать людям, мы понимаем, какие проблемы есть у партии власти, мы будем бороться и с внутренними проблемами, и с внешними проблемами. Первое, что должна сделать для меня президент новоизбранный Майя Санду, это созвать Совет Безопасности, чтобы рассмотреть проблему электоральной коррупции и гибридной войны, чтобы дать те ресурсы, которые, возможно, нет у прокуроров и у полиции для того, чтобы расследовать все это качественно и быстро, чтобы создать те условия и тот прессинг публичный, который, по-моему, тоже сработал, имея в виду, что, например, мы не видели раньше, чтобы выходили в ежедневные брифинги лидеры из разных органов. Тот же господин Черноуцану очень открыто, очень публично делал свою работу, и делал свою работу хорошо. Вот в таком же формате нам надо прожить несколько месяцев, пока мы не очистим Республику Молдова от этого спрута Илона Шора, и создать то отношение в социуме, что принимать участие в таких организациях опасно и стыдно. Вот это надо создать как общественное настроение, имея в виду, что очень многие из этих людей проголосовали во втором туре. И мы это видим по статистике уже, мы видим это по аномальным каким-то результатам в разных регионах страны. И это не только те, которые поддерживали господина Стояноглу, не надо себя обманывать. Это те люди, которых инструктировали, так же, как мы видели, например, во втором части журналистского расследования Азяру Дегарда, их инструктировали голосовать против Майя Санду, значит, за Стояноглу. И это надо понимать, и это надо принять, в том числе и партии социалистов, и надо им решать. Им нужны такие голоса, им нужны такие союзники, или они хотят быть реальной партией, которая хочет работать на Республику Молдова, а не на частные интересы Кремля. А что насчет партии социалистов и вообще что будет происходить, с вашей точки зрения, на левом фланге? Потому что
Значит, партия социалистов, с моей точки зрения, вот в этой избирательной кампании мы увидели слияние или такой союз между группировкой Шора и партией социалистов. С одной стороны, через партию социалистов выдвинула Александра Стояногло, с другой стороны, Александр Стояногло дошел до туда, докуда он дошел во втором туре, благодаря этой сетке, которую Шор формировал на протяжении долгого времени. То есть это электоральный ресурс Шора, который работал в данном случае на Александра Стояногло. Можем ли мы сказать, что социалисты испачкались Шором окончательно, и можно ли их причислять к группировке Шора, исходя из этого? Я бы сказал, что социалисты больше всего пострадали от действий Шора, потому что идет каннибализация, активная каннибализация их организаций на региональном уровне. Люди переходят массивно к Шору, потому что там больше денег, там больше возможностей и так далее. Если социалисты не смогут отпрянуть от этого влияния, их просто поглотит этот спрут, который развивает Шор в Республике Молдова. Понятно, что Александр Стояногло сейчас вообще не выходит в публичное пространство и не дает возможностей для общения с прессой, для того, чтобы показать, что вот реакция Игоря Додона... Так он и до выборов этого не делал, нет? Но есть какие-то традиции демократии. Ты как кандидат, у тебя есть некоторые обязанности, в том числе и признать, например, поражение. Мы знаем красивую традицию в Америке, когда они в ночь выборов друг другу звонят и поздравляют с победой. В Республике Молдова это не произошло. Понятно, что они будут бороться до последнего момента для того, чтобы показать, что эти выборы были сфальсифицированы. Но фальсификация была с их стороны, к сожалению. И они это хорошо понимают, что такая больше битва нарративов, чем реальная битва для них. Но понятно, что это раскол общества, которое они создали, в том числе используя вот эти форматы разговоров про ксенофобию, про какие-то настроения в Республике Молдова, которые против гагаузов, против русскоговорящих, они их будут накалять еще больше. Я не исключаю, что когда будет рассматриваться протокол ЦИКа в Конституционном суде, они попытаются организовать снова протесты. Мы знаем, что в сетке Шора есть и боевики, люди, которых они подготавливали для того, чтобы делать разные провокации на этих протестных акциях. Это надо особенно подчеркнуть, потому что я понимаю, что и в гагаузском регионе есть люди, которые могут быть, не знаю, в активе партии, захотите пойти на эти протесты, думайте 2 раза перед этим, потому что самый большой риск для тех, кто будет вот в этой толпе, имея в виду, что их учили использовать взрывчатку и дроны, где будут они их использовать? Не в толпе ли? Не нужна ли им сакральная жертва для того, чтобы сделать так, что в Молдове вот был вспыхнул какая-то конфликтная ситуация и так далее. Это надо все понимать. У них очень мало опций осталось, очень много денег потрачено со стороны Кремля, а результаты нулевые. И в референдуме, и в президентских выборах они проиграли. Но можно ли вы сказать, что, я прошу прощения, что тут задача была, с одной стороны, завалить референдум, да, чтобы он не прошел. Вернее, как бы состоялся, но опция «да» набрала меньше, чем опция «нет». Да? И дальше они таким образом рассчитывали убить электоральный ресурс Майи Санду и открыть себе дорогу к парламентским выборам. Да? То есть как бы такой двойной удар. Но получилось совсем наоборот. Референдум вытянули, имеется в виду опция «да» получила большинство голосов. Пусть на лезвии ножа, но в любом случае плюс. И переподтвердилось еще большим количеством голосов за Майю Санду во втором туре. То есть фактически голоса за Майю Санду, можно сказать, что мы переподтвердили свой результат на референдуме 2 недели назад. Да? То есть как бы там 53... Еще с большим отрывом даже. Еще с большим отрывом, да. То есть у них в этом плане не получилось. Вы говорите, что они потратили много денег.
Вы хотите сказать, что от Москвы у них требуют каких-то дальнейших результатов не на парламентских выборах, а уже прямо сейчас? Я думаю, что этот этап операции Шора, он должен чем-то заканчиваться. А заканчивается он сейчас плачевно для него. И если смотреть в длинную перспективу, что у нас есть? В первом туре социология показывает аномальные результаты для 3 или 4 кандидатов. Стояноглу, Тарлев, Виктория Фортуна, Ирина Влах. Почему такое распределение? Чтобы сделать видимость, что у всех в этих есть шанс, например, создать партию, которая проходит в парламент. То, что мы уже видим, что Ирина Влах создала свою партию «Прим». Давайте вот здесь вот. Вы поддерживаете те статистические данные, которые или прогнозы, или выкладки, которые сделал господин Кантаржи, где он показал, что из этой сетки Шора, которая насчитывает до 300 тысяч голосов, в первом туре большая часть ушла к Стояноглу, чуть меньше ушло к Фортуна и чуть меньше ушло к Ирине Влах. Исходя из этого, правильно ли я понимаю, что это не аутентичный или не органический результат Ирины Влах на этих выборах? Для меня статистика не врет. И статистика говорит, что это аномалия. Откуда пришла эта аномалия? Тот фактор, который не объясним в электоральном процессе, это фактор коррупции. И мы точно узнаем это из сетки Шора, когда люди будут давать показания, кто-то будет говорить, что голосовал за кого-то, и мы будем понимать, за кого голосовали люди. На данный момент это больше предположение, потому что статистика говорит про аномалию. У нас нету, конечно, доказательств. Были бы доказательства, мы уже были в прокуратуре, писали на этот счет заявление. Но если смотреть на это со стороны вот этой теории, то Шор хотел быть таким серым кардиналом, чтобы показать, что без него у Стояноглу нет шансов во втором туре. То есть он распределил так голоса, чтобы не дать ни Стояноглу быть таким оторвавшимся лидером, который на том же уровне, как и Майя Санду. Но и дал своим росточкам партий развиться для того, чтобы, например, создать потом какие-то альтернативные силы, которые на себя будут забирать часть электората. А во втором туре мы видим, что рост Стояноглу очень высокий. Понятно, что часть до 30% всегда голосуют так пророссийские и так далее. И надо понимать, откуда пришли остальные 15%. Когда будет, например, протокол опубликован в Истамбуле, мы очень хорошо будем понимать, что это те люди, которым заплатил Шор. Потому что кроме него таких денег, чтобы заказать чартер, прилететь в Истамбул и блокировать этот участок фактически, ни у кого нет. И если мы увидим в Истамбуле там 90% или 80% за Стояноглу, мы поймем, что были какие-то условные, косвенные или прямые договоренности для того, чтобы помогать Стояноглу во втором туре. И возможно, что Стояноглу не выходит, в том числе потому, что он перейдет на сторону Шора. Потому что Шор более эффективен как менеджер, чем тот же Дадон, имея в виду, что у Стояноглу создалось более или менее такой имидж нового формата политика, который борется против Майя Санду, который очень популярен в той же Гагаузии и так далее. Этот ресурс... Но он очень похож на Путина по манере поведения, потому что он говорит мало, и походка примерно такая же. Да? То есть, вы считаете, что новый тип политика? Ну, это же 90-е. Новый тип политика не похожий на Дадона, в смысле. Я понял. Дадон более агрессивный, а этот более спокойный, более государственник. Я бы вообще его сравнивал даже с Брежневым, имея в виду его любовь к чтению с бумажки. То есть Путин... да? Это олимпийские кольца, Леонид Ильич. Да. Давайте или первый вопрос. Это то же самое для меня. Да. Первый вопрос, второй вопрос, шестой вопрос и так далее. Господин Крорер, такой вопрос к вам, вот в продолжении темы про Александра Стояноглу. Давайте проговорим это еще раз. То есть вы считаете, что Александр Стояноглу
и в этом тоже часть политтехнологии с Александром Стояновым, да, может уйти от социалистов и возглавить какой-то новый проект политический, но на данном этапе, но на этом этапе это уже будет новый проект, поддерживаемый Шором. Правильно я понимаю? Ну, в том числе, я не исключаю, что он может примкнуть к новому проекту Ирины Влах. Мне кажется, что все, что вот сейчас происходит, это следующий этап той же ситуации, которая у нас происходила во время выборов. Это та же гибридная война, те же методы, которые пытаются сделать так, чтобы, например, даже если исключать некоторые партии из выбранной гонки, потому что они были использованы в этой сетке Шора, чтобы у них были новые, свежие, юридические, формально чистые партии, которые смогут участвовать и забирать на себя вот эти коррумпированные голоса. Новые партии в виде юридических лиц и с более такими узнаваемыми политическими лидерами, которые якобы формально или как-то так не запачкались Шором. Я правильно понимаю? Потому что Ирина Влах, как бы там связи такой явной нету с Шором. Хотя, с моей точки зрения, она налицо. Да. Мне кажется, что они рассчитывают на тех лидеров, которых они пиарили за большие деньги в президентской гонке. Хотя все они взяли очень мало, но даже эти результаты близкие к 6%, это важно, потому что это может создать альтернативную партию, которая будет такого пророссийского настроя, но не партии социалистов, и вместе с социалистами, например, создавать новое большинство. Понятно, что сами социалисты не смогут создавать антиевропейского большинства в следующем парламенте, даже если им поможет Шор своим коррупционным голосом. Господин Кураров, я благодарю вас. Это очень хорошая, важная дискуссия. Я думаю, нам нужно ее продолжить относительно того, кто какую роль и какие конфигурации будут в будущем в парламенте, да, или на левом фланге. Спасибо большое. Будем рады видеть вас еще. Спасибо вам. Всегда на связи. Друзья, в этой части выпуска, ну, как и в двух предыдущих, я предлагаю продолжить обсуждать тему выборов второго тура, результаты второго тура, и поговорить об этом. В этой части я предлагаю с нашим частым гостем Владимиром Фисенко, политическим комментатором, политологом из Киева, для того, чтобы обсудить взгляд, соответственно, из Киева на выборы, которые прошли в Молдове. Господин Фисенко, приветствую вас. Да, добрый вечер. Рад вас видеть, спасибо, что нашли для нас время. Как вам, скажем так, сами выборы, как вам результаты, и как их оценивают, ну, скажем так, экспертное сообщество, те, с кем вы общаетесь, обмениваетесь мнениями в Киеве? Ну, во-первых, отмечу, что внимание к выборам в Молдове было очень большое. За последнее время, может быть, наибольшее. Это связано с двумя обстоятельствами. Ну, во-первых, война. И для нас не безразлично, что происходит в соседней с нами стране, где сохраняется, ну, скажем так, достаточно заметное российское влияние. Для нас это еще и вопрос национальной безопасности. Второй важный фактор. Мы с Молдовой партнеры в процессе европейской интеграции. Мы идем в связке, и это, думаю, помогает обеим странам. И для нас было бы очень важно, чтобы не было сбоя. Мы вот наблюдаем то, что сейчас происходит с Грузией, и в Грузии, и с Грузией. Грузия, которая была одним из лидеров вот, процесса европейской интеграции на постсоветском пространстве. Вот когда мы отставали при Януковиче, у нас была пауза. Тогда как раз вот Грузия и Молдова вырвались вперед, а нам потом пришлось догонять. А видим, как сейчас произошли процессы прямо противоположные. Это еще, может быть, не реванш в полной мере пророссийских сил, но угроза стагнации, ухода в сторону, усиления влияния России в Грузии очень велика. И, конечно, в Украине были опасения, что нечто подобное может произойти в Молдове. Хорошо, что нет общей границы между Россией и Молдовой. Это очень важный фактор, вам повезло в этом плане. Ну, у вас, конечно, есть Приднестровье, но это не то, что общая граница с Россией. Мы это испытали на собственном горьком опыте. Сначала в 2014 году, когда именно через границу шло влияние, были туристы,
И то, что граница была дырявая, к сожалению, ну, не в плане охраны границы, а в то, что безвизовый режим, и спокойно можно было ездить через границу. Это, к сожалению, способствовало проведению методов гибридной войны против Украины. Ну и потом уже и война началась, опять-таки, через эту границу. И Молдове в этом плане сильно повезло. Но российское влияние есть, и на этих выборах, и в первом туре, когда был референдум, это проявилось очень заметно, и во втором туре было очень видно, что Россия пытается добиться проигрыша Майи Санду и проевропейских сил. Поэтому в Украине очень переживали. В украинских масс-медиа, которые специализируются на международной политике, были публикации, и в Ютубе украинском тоже много было материалов. Тема обсуждалась от марафона, так сказать, официальная площадка на нашем телевидении, до неофициальных каналов и заканчивая социальными сетями. Так что, пожалуй, на моей памяти это было самое большое внимание к выборам в Молдове. Конечно, после того, как стало очевидно, что Майя Санду победила и с достаточно таким заметным перевесом, все выдохнули, но сейчас идет анализ. Я думаю, что в Молдове идет такой анализ в первую очередь, но и в Украине, потому что целый ряд проблем, которые проявились в Молдове, мы их пережили в свое время, еще до 2014 года и после 2014 года. А ряд проблем, в частности, я бы сказал, дисбаланс между активной внешней политикой, проевропейской внешней политикой и внутренней политикой. Вот этот дисбаланс, он и для нас характерен. И проблемы с коррупцией и с недостаточно эффективной борьбой с коррупцией сохраняются. У нас тоже, скажем так, есть прокуроры специфические. Некоторые, кстати, тоже в политику шли, но это такой очень консервативный, замкнутый корпоративный институт, который очень сильно влияет на ситуацию в правоохранительных органах. Это так, к слову. Есть проблемы с социальной политикой. Просто у нас стало гораздо меньше пророссийского влияния. В этом наше преимущество. А для Молдовы этот вызов остается актуальным, как и наличие пророссийских сил. Поэтому в Украине хорошо понимают, нынешние выборы – это промежуточный этап, это промежуточная победа. Наверное, главное испытание предстоит в будущем году во время парламентских выборов, с учетом того, что Молдова – парламентская республика. Ну да, в этом плане у России, знаете, есть возможность нанести 3 удара, и любой из этих ударов может стать решающим для нашего европейского будущего. И 3-й удар они могут нанести, скажем так, на парламентских выборах и свести к нулю все наши завоевания, скажем так, на выборах, на референдуме и на выборах. Это я так к слову. А у нас, соответственно, как бы права на ошибку просто нету. Ни во время референдума, ни во время президентских выборов, ни на время предстоящих парламентских выборов. По поводу отношений Украины и Молдовы. Я вот замечаю, что... Да, я соглашусь прежде всего с вами в том, что я сам наблюдаю, как украинские комментаторы активнее сейчас комментировали предвыборную кампанию и президентские выборы. Раньше я не видел такого интереса, ну и оно и понятно, скажем так, тут ставки совершенно другие. И Молдова находится в тылу у Украины, да, и потерять такого союзника для Украины это будет очень больно. Но мы вот замечаем, с 2014 года идет эта война, да, то есть Россия напала на Украину. 2,5 года идет большая война. В Молдове я вижу, что мы до сих пор не осознали важность Украины для нас. То есть общество не до конца понимает важность Украины, которая раньше была гораздо важнее как экономический партнер для Молдовы, да, ну как минимум порты Большой Одессы очень важный логистический хаб не только для Украины, но и для Молдовы. Экономически Украина важна для нас, потому что огромное количество товаров на наших прилавках, они из Украины. Но у нас постоянно этот нарратив, что для нас важно сохранять отношения с Россией, но ни слова не говорилось о том, что важно сохранять отношения с Украиной. Теперь Украина стала нашим донором безопасности, и это все прекрасно понимают. Да? То есть как бы Молдова существует как независимое суверенное государство сегодня благодаря тому, что украинские солдаты отважно сражаются на поле боя. В Украине, и нам еще предстоит сделать очень большую работу для того, чтобы перезагрузить молдавское общество в плане в отношении Украины.
в Украине, с вашей точки зрения, на уровне политикума, на уровне дипстейта, скажем так, и политических лидеров, и комментаторов, есть понимание того, насколько важны сейчас связи между Украиной и Молдовой? И как вы оцениваете взаимоотношения? А насколько они хорошие, эффективные? Или есть ли куда, скажем так, развивать эти взаимоотношения? Я думаю, что такого понимания стало больше. Хотя, конечно, в нашей внешней политике тоже есть свои перекосы. Я думаю, что тут вот похожая ситуация с Молдовой. Вы максимально сейчас зациклены в хорошем смысле на вопросах европейской интеграции, на отношениях с Брюсселем. Это приоритет номер один. У нас это тоже, но на данный момент один из двух главных приоритетов. Второй главный приоритет – это выборы в США. Вот как раз сейчас они происходят, и для нас это тоже крайне важно. Это, пожалуй, тоже самые важные выборы для Украины. Вот самые важные выборы в США за все 30 лет с лишним независимости Украины. Это два главных приоритета. И раньше, конечно, важны были очень отношения с Россией, сейчас они на поле боя происходят в основном. С Молдовой всегда была парадоксальная ситуация. Молдова рядом, страна маленькая, мы ее рассматривали как часть постсоветского пространства, и мне кажется, недооценивали значение связи с Молдовой. Вот только сейчас, когда с 22 года началось на самом деле раньше, даже еще когда вот был совместный путь в рамках восточного партнерства, подготовка соглашения об ассоциации, тогда уже активизировались отношения, но все-таки была недооценка. Вот внимание к Грузии было гораздо больше. Да, кстати. Да. Причин, в том числе, особенно после 2014 года, когда к нам приехал Саакашвили, очень много деятелей его команды оказались, в том числе работали в Украине. А Молдова была все время на периферии. И вот недооценка Молдовы была очень большая. Вот вы сказали о необходимости перезагрузки отношения к Украине в Молдове. Я вам скажу, наверное, вместе надо работать над этим. Я одно слабое место отмечу. Это, кстати, касается на постсоветском пространстве не только Молдовы, но Молдова рядом с нами, граничит с нами. И вот на что у нас практически не обращают внимания, это то, что в Молдове и в Приднестровье достаточно заметная украинская община. Этнические украинцы живут. И которые, кстати говоря, пророссийские, парадоксально, нет? Вот я об этом и говорю. Которые на самом деле находятся в российском информационном политическом поле, которые настроены пророссийски, и Украина никогда ими не занималась всерьез. Это просто один очень показательный пример провала буквально украинской политики, где мы могли бы работать, помогать восстанавливать украинскую идентичность у этих людей, помогать в плане культурной политики, культурной дипломатии, но этого не делалось. И помогать Молдове в этом плане тоже, потому что, как у нас, например, у нас тоже есть молдавская, румынская община на территории Украины, и тут деликатная очень всегда тема. Это как бы двойная идентичность. Этническая идентичность и идентичность гражданская. Вот тут надо работать в двух направлениях, так, чтобы это не было, чтобы между ними не было противоречия. Поэтому я думаю, что сейчас надо действительно на уровне разных ведомств активизировать сотрудничество. И это касается не только европейской интеграции. Здесь определенная координация действий есть. Сейчас вот в Молдове должен появиться, я не знаю, приехал уже или нет, наш новый посол. Кстати, вот этот вопрос, извините, господин Фесенко, это очень вопрос, который всех волнует. Господин, по-моему... Данилов. Да, Данилов, бывший глава Совета Безопасности Украины. Не глава, а секретарь. Секретарь, извините, да. Никак не доедет до Молдовы. Я так понимаю, что уже, наверное, не доедет. Не знаю. Смотрите, меня это тоже удивляло. Я летом еще... видел, общался с вашим послом в Киеве, тоже вот контактируем мы. У вас совсем маленький штат посольства, но тем не менее, да, они работают активно, отмечали День независимости Молдовы, и было много гостей. Я интересовался. Деликатная тема, там есть определенные проблемы со здоровьем, да,
Поэтому не знаю, как вот будет, приступит он к своим обязанностям или придется здесь какие-то другие решения принимать, сложно сказать. Тема деликатная, тут не берусь делать выводов. Но то, что нужно активизировать работу посольства, и не только. Я думаю, что вот, например, Министерство культуры, да, у них, может быть, сейчас ресурс небогатый в Украине, но возглавил профессиональный дипломат и ряд других ведомств, общественных организаций. Я думаю, что нужно максимально активизировать сотрудничество по линии общественных организаций, по линии журналистских сообществ. Нужно подумать, каким образом вот работать с украинской общиной в Молдове. Кстати, по поводу украинской общины. Я прошу прощения, да. Давайте вот здесь вот раскроем немножко скобки, если можно. Я не знаю, если коллеги найдут и успеют вывести вот во время эфира с вами эту электоральную карту Молдовы, как распределяется, да? Украинское меньшинство этническое, да, оно самое многочисленное в Республике Молдова. Ну, после как бы титульной нации молдаван, это вторая по численности община. Их даже больше, чем гагаузов в Республике Молдова, но гагаузы громче, если вы обратили внимание, да? Ну, конечно, в Республике Молдова, да. Но украинцы в основном проживают на севере, в этих северных районах, которые практически такие же красные, как и юг. Там 80% Окница, по-моему, вообще 80% выдало за Стояново. И там очень много украинских сел. И если бы Украина, я не знаю, на кого здесь возлагать ответственность, наверное, власти Республики Молдова тоже как-то должны работать, но если бы удалось вырвать украинскую общину из лап российского режима, вот этой пропаганды, то это было бы очень серьезная, скажем так, помощь в Молдове на ее треке проевропейском, скажем так. Несомненно. Но здесь я могу сразу сказать, не нужно ожидать быстро каких-то результатов, Нет, конечно, даже если активная работа начнется. Потому что трансформация идентичности, мы это знаем по Украине, даже внутри Украины. Эти процессы происходят не одно десятилетие, результаты есть, тенденции тоже заметны. Хотя тут война больше повлияла, чем, как бы, может быть, деятельность государственных органов. Но тем не менее, это процессы не быстрые. Но надо работать, надо этим заниматься. Кстати, похожая история, я знаю, в Казахстане. Там большая, это Казахстан далеко, и как бы там более сложная ситуация в этом плане. Главная причина то, что эта община находится вот в российском информационном поле. Она не приобрела, это мое предположение, полноценной молдавской идентичности, и в то же время как бы ощущает себя, знаете, таким осколком Советского Союза. На самом деле у нас ведь такая же проблема была. В известном смысле Крым и Донбасс, почему там так возникли вот эти сепаратистские настроения? Потому что там тоже было много людей с советской идентичностью. Даже внутри Украины была похожая проблема. Поэтому очень важно, вот, во-первых, изменение информационного поля, да, вот очень показательная карта, изменение информационного поля. Это уже вот надо Молдове думать, как это сделать. Кстати, да, вот давайте вот здесь проговорим, если можно, расскажите опыт. Я понимаю, что да, вы сказали, что взаимоотношения Украины с Россией теперь в основном на поле боя. Но мы знаем, что Украина очень хорошо себя защитила. Украина, я так понимаю, закрыла свое политическое пространство для пророссийских политических партий. Но оно само закрылось автоматически после начала Большой войны. Информационное пространство, насколько я понимаю, закрыли еще в 2014 году. Можете немножко вот это вот обрисовать, если можно? Да. Ну вот как раз политическое поле закрыли не сразу, а только когда началась уже полноценная большая война, состоялось российское полномасштабное вторжение в 2022 году, тогда ликвидировали пророссийские силы. И они где-то, был запрет, и часть самоликвидировались. Те, кто понял, что произошло, некоторые представители этих сил осудили российское вторжение. То есть в политическом плане ситуация изменилась только в 2022 году. Информационная ситуация начала меняться в 2014-2015 годах, пошагово. Сначала закрыли, после Крыма, после аннексии Крыма, закрыли телевизионные каналы российские, федеральные каналы так называемые, потому что это был главный источник российской пропаганды. Именно ситуация национальной безопасности определила это решение. Следующий шаг был, он, может быть, не был доведен до конца, и сложно это было сделать, наверное, в полном объеме, но тем не менее закрыли российские социальные сети, ВКонтакте, Одноклассники. Все равно там через VPN многие остались, Яндекс закрыли тогда, кто-то остался, но тем не менее это резко снизило
российское пропагандистское влияние. Другое дело, что остались пророссийские политические силы, и у них были свои ресурсы. Более того, было заигрывание определенное. Вернее, не заигрывание, а скорее такое политтехнологическое использование. Когда Медведчуку, который бывший глава ОПЗЖ, кум Путина, фактически ему дали возможность взять под свой контроль 3 телевизионных канала, плюс появился еще один телевизионный канал с пророссийскими деятелями, и они работали фактически в интересах России. Мы тоже ошибки совершали, но зачистка информационного поля, я думаю, это очень актуальная задача для Молдовы. Как работать с пророссийскими силами? Потому что это очень непростая тема, это как бы вопросы демократии, да, и одновременно вопросы национальной безопасности. Тут я советов давать не буду, это очень деликатная тема, это молдаване сами должны решать. Но вот вернусь к теме украинской общины. Я думаю, что здесь нужна активная работа по линии общественных организаций, культурная работа. Надо больше информировать о европейской интеграции. Мне кажется, вот ошибка еще и в том, что произошло разделение сейчас, сегментация молдавского общества. Есть средний класс, молодежь, которые и так понимают значение и необходимость европейской интеграции, что это будущее и наличие многих возможностей. Кто-то уже этими возможностями воспользовался. А есть значительная часть общества, которая живет старой жизнью и которая смотрит в прошлое, который смотрит на политическую действительность в Молдове через советские очки. Да. Именно через советские. Отсюда и вот и отношение к России, как к главному другу и старшему брату, и недооценка отношений с Украиной. Поэтому здесь необходимо изменить подходы, может быть. Вот нужно найти аргументы в пользу европейской интеграции. Кстати, вот в Приднестровье, мне кажется, интересный процесс в этом плане тоже происходит. И думаю, с Приднестровьем тоже надо работать здесь. Я читал цифры, 20% жителей Приднестровья проголосовали. Ну, смотри, там такая интересная история. В первом туре вышло всего лишь навсего 16 тысяч человек из Приднестровья голосовать на выборах, и процент в поддержку европейской интеграции был выше. Но когда уже во втором туре из Приднестровья участвовало больше людей, то тогда процент за европейскую интеграцию стал меньше. Да. Но он растворился немножко, да? Конечно, да. Нет, но на самом деле, естественно, там не так много. Но я почему про Приднестровье вспомнил. И, кстати, это вот вопросы к Молдове, значительная часть бизнеса работает уже в контексте европейской интеграции. Приднестровского, да, согласен. Да, торгует, да, именно с Европейским Союзом. Об этом надо больше говорить и показывать, что перспектива именно в этом. И для Приднестровья экономическое выживание связано именно с европейской интеграцией. Потому что нынешняя война с Россией, она приведет только к тому, что Россия станет еще дальше. Прежней модели существования для Приднестровья не будет. Я думаю, кстати, вот тоже про бизнес упомянул, надо активизировать сотрудничество по линии бизнеса, украинского и молдовского, их взаимодействие. Раньше оно было, и я сейчас не буду вдаваться в подробности, я просто знаю некоторых наших очень больших политиков, которые бизнесом занимались, да, и которые имели бизнес-связи, в том числе и с Приднестровьем. Но это был такой бизнес, я бы сказал, где-то полукоррупционный, иногда даже полукриминальный, а надо идти к европейскому бизнесу. Я думаю, что вот надо выделять группы влияния, которые как раз будут наиболее чувствительны к теме европейской интеграции, работать с ними, вот молодежь, образованные слои общества, тянуть их в будущее, в европейское будущее. И вместе с Украиной работать, вот у меня нет готовых рецептов вот по поводу украинской общины, но я думаю, что здесь по линии общественных организаций и некоторых украинских ведомств, я думаю, надо продумать совместный план работы. Что можно делать, как делать. Может быть, Европейский Союз и проспонсирует такую работу, потому что здесь общий интерес на самом деле у 3 субъектов. Но это так, навскидку. Но на самом деле главный тезис, с которым я абсолютно согласен, нам необходимо более тесное сотрудничество на самых разных уровнях. Не только на уровне ведомств, которые занимаются европейской интеграцией. Надо сейчас укрепить сотрудничество, и в этом просто особая актуальность спецслужб, да, в сфере
национальной безопасности должна быть очень активная совместная работа. И тут Украина может передать много опыта. По информационной политике, я думаю, что в Украине накоплен большой опыт, в том числе борьбы и с российскими фейками, с российской пропагандой. Я вот как раз Министерство культуры и информационной политики, я думаю, ну, сам Бог велел сейчас, европейский Бог, так условно, Бог европейской интеграции, начинать очень плотное сотрудничество, потому что это в интересах обеих наших стран. Господин Фисенко, я благодарю. Ну, мы уже, знаете как, в завершении хочу сказать, что, знаете, это по инерции очень многие постсоветские республики продолжали общаться друг с другом через Москву. Это, знаете, в советское время был такой... Да. То есть не друг с другом, а через Москву. Вот я думаю, что настало время, когда Киев и Кишинев уже начали общаться друг с другом напрямую. И думаю, согласен с вами абсолютно, что на уровне различных ведомств, и не только ведомств, а слоев общества это общение нужно углубить. На уровне различных сообществ, экспертные сообщества. Вот мы так иногда, так эпизодически там в социальных сетях иногда общаемся, да. Вот сейчас тоже вот так общаемся, да, и на уровне информационном. Но такое общение нужно вести вот на уровне, прежде всего, гражданского общества и на уровне различных государственных ведомств. В этом сейчас просто настоятельная необходимость. Я благодарю вас, что нашли время и пришли прокомментировать ситуацию для нас. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цена свободы». Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео, отправлять его своим знакомым и близким. Увидимся на следующей неделе в это же время. До свидания.